Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня, 22 июля, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селении Хайотинав города Гисар ознакомился с ходом выращивания и производства сельхозпродукции на приусадебном участке Талапшо-Давлатова. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селении Хайотинав города Гисар ознакомился с ходом выращивания и производства сельскохозяйственной продукции на приусадебном участке Талапшо-Давлатова. Талапшо-Давлатов и его семья эффективно используют приусадебный участок площадью 10 сотых гектара, с которых получают по 2-3 урожая в год. Благодаря целевому использованию земли и усердному труду семья получает высокий урожай овощей бахчевых и повышает уровень своего благосостояния. Здесь же лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, осмотрел склад для хранения продуктов питания, предназначенный для дальнейшего двухгодичного резервирования. Было отмечено, что на складе в специальных контейнерах хранится большой перечень продуктов питания, таких как пшеница, бобы, чечевица, горох, маш, лен и другие сельскохозяйственные культуры. Также около 50 наименований сельхозпродукции, большая часть которых является урожаем с приусадебного участка этой семьи. Заготовлено в виде консервов. Заготовка продуктов впрок в этой семье продолжается. В ходе ознакомления с методами эффективного и рационального использования приусадебных участков президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку методам эффективного и рационального использования приусадебного участка Талапшо-Давлатова, назвал его опыт выращивания богатого урожая овощей бахчевых весьма полезным в нынешних условиях. Семья Давлатовых в городе Гисар получает желаемые урожаи помидоров, огурцов, болгарского перца, картофеля, лука, кукурузы, бобов, капусты, моркови, чеснока и других видов сельскохозяйственной продукции. Таким образом, благодаря упорному труду и рациональному использованию приусадебного участка, эта семья полностью обеспечивает свои запросы на сельскохозяйственную продукцию. Большинство жителей селения Хайотинав города Гисар прилагают усилия для целевого и эффективного использования приусадебных участков и наряду с обеспечением своих семей свежей сельскохозяйственной продукцией также вносит весомый вклад в обогащение продовольственного рынка. Благодаря самоотверженному труду и бережному отношению к земле дастарханы жителей этого благодатного края изобилуют всевозможными яствами, и уровень их благосостояния повышается с каждым годом. Заготовка продуктов питания на 2 года будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны и улучшению благосостояния народа. В ходе теплой беседы лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку опыту семьи Давлатовых по эффективному использованию земли. Талапшо Давлатов по профессии является врачом и вот уже 27 лет работает по специальности, а выращивание на приусадебном участке различной продукции является его хобби. За эффективное и рациональное использование приусадебного участка президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, вручил семье Талапшо Давлатова современную бытовую технику и мебель, в том числе стиральную машину, холодильник, телевизор и другие ценные подарки. В рамках рабочей поездки в Гисар основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «50 лет октября». В рамках рабочей поездки в Гисар основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «50 лет октября». В начале лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в хозяйстве дал старт севу осеннего картофеля, пожелал земледельцам успехов в их ответственной и трудоемкой деятельности. Главу государства проинформировали, что общество с ограниченной ответственностью «50 лет октября» является одним из образцовых хозяйств Гисара и в своем распоряжении имеет
имеет 232,6 гектаров поливной земли. Руководство и труженики общества регулярно прилагают усилия для умножения производства сельскохозяйственной продукции и вносят свой вклад в изобилие местных рынков и рынков Душанбе. В рамках указаний и поручений руководства государства и правительства Республики Таджикистан в сезон повторного сева в Гисаре посевная площадь под картофель будет увеличена на 40%. В этом году во всех сельскохозяйственных отраслях города будет проведен сев картофеля на площади 600 гектаров. Главу государства проинформировали, что работники общества с ограниченной ответственностью 50 лет октября с целью осуществления этих планов проведут сев осеннего картофеля на площади 25 гектаров. Для получения желаемого урожая ответственные лица приобрели семена высокого качества. Сев картофеля проводится с соблюдением агротехнических требований. В обществе с ограниченной ответственностью 50 лет октября Гисара деятельностью охвачено 200 человек, из них 80 постоянные работники, 120 сезонные. Общество с ограниченной ответственностью 50 лет октября города Гисар также преуспевает в направлении выращивания других сельскохозяйственных культур. На части его поливных земель посеяно кукурузное зерно, хлопок, овощи и другие культуры. Земледельцы хозяйства за счет весеннего сева получили желаемый урожай и внесли вклад в обеспечение местных рынков и рынков столицы свежей продукции. Теперь с таким же энтузиазмом они налаживают повторный сев. После ознакомления с деятельностью хозяйства лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку работе хозяйственников, напутствовал их на самоотверженный и эффективный труд. По утверждению лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, обеспечение рынков республики свежей продукции, особенно картофелем, и реализация одной из стратегических целей государства и правительства Республики Таджикистан, обеспечение продовольственной безопасности во многом зависит от плодотворной и эффективной деятельности земледельцев. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Гисаре посетил дихканские хозяйства Файзи Дихкон и Файзи Ходжи и ознакомился с вегетацией сельхозкультур. 22 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Гисаре посетил дихканские хозяйства Файзи Дихкон и Файзи Ходжи и ознакомился с вегетацией сельскохозяйственных культур. Сначала глава государства ознакомился с деятельностью земледельцев дихканского хозяйства Файзи Дихкон и провел теплую беседу с тружениками. Было сообщено, что дихканское хозяйство Файзи Дихкон имеет 1,35 гектаров земли. Труженики заняты выращиванием различных сельскохозяйственных культур. Опираясь на советы специалистов, соблюдая агротехнические нормы, земледельцы хозяйства ежегодно получают хороший урожай и вносят вклад в обеспечение рынков страны качественной продукции. В этом году хозяйственники в основном севе посеяли цветную и белокочанную капусту. Баклажаны с 0,25 гектара земли получили 8 тонн капусты, а также 0,3 гектара остальной земли используются для выращивания картофеля. Земледельцы уже смогли получить 7,5 тонн урожая. Такие же заметные успехи имеются и в направлении выращивания других видов культур. Главу государства проинформировали, что труженики хозяйства придают особое значение вопросу эффективного использования поливных земель и получению нескольких урожаев. В настоящее время завершают повторный сев цветной и белокочанной капусты, картофеля и баклажана. Для обеспечения рынков страны ранними свежими овощами в земледельческом хозяйстве Файзи Дихкон налажена деятельность теплиц. Общая площадь теплицы составляет 0,65 гектаров, где выращиваются огурцы и помидоры. Хозяйственники уже собрали 25 тонн помидоров и 10,2 тонны огурцов, которые вывезли на рынки Душанбе, Гисара и Турсунзаде. В дихканском хозяйстве Файзи Ходжи главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что в этом году хозяйственники в основном севе наладили выращивание картофеля, лука, ранней капусты, ранней цветной капусты, пшеницы и хлопка. В общей сложности хозяйство в своем распоряжении имеет 3 гектара земли. В настоящее время после сбора ранних урожаев на части свободных земель уже проведен повторный сев. В повторном севе на площади 0,4 гектаров посажена капуста, на 0,1 гектара картофель и на 0,8 кукуруза. В ходе ознакомления было сообщено, что труженики с площади 0,75 гектаров получили 45 тонн лука, что является хорошим показателем. Урожайность каждого гектара посевной площади под картофель составляет 262 центнера, под раннюю капусту 370 центнеров
центнеров и под пшеницу 50 центнеров. В этом году хозяйственники на площади 0,6 гектаров посеяли хлопок, на 0,5 гектарах люцерну. В ходе ознакомления президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, обязал земледельцев всесторонне соблюдать агротехнические нормы во имя получения высоких урожаев и проведения нескольких севов, а также эффективного использования земли, поскольку в сегодняшних мировых условиях рациональное использование каждой пяди земли и получение нескольких урожаев с одной земли позволят обеспечить рынки страны свежей продукцией и удовлетворить нужду населения в продуктах питания. После ознакомления с деятельностью хозяйств глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, здесь же посетил сельскохозяйственную выставку. Труженики представили разнообразный ассортимент продукции, являющийся плодом урожайных земель хозяйств, и проинформировали о достижениях и развитии сельскохозяйственной сферы. В частности, на выставке были выставлены различные виды овощей, зерновых и бахчевых. Жители показали свои возможности в сферах пчеловодства, животноводства и птицеводства. Было сообщено, что благодаря осуществлению своевременных мер в этом году в Гисаре производство куриных яиц увеличилось на 90 тысяч штук, а производство меда на более чем 38 тонн. В настоящее время в городе свою деятельность осуществляют 9 птицефабрик, 8 из которых были сданы в эксплуатацию в первые 6 месяцев этого года в рамках плана мероприятий, посвященных 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан. На выставке животноводческие хозяйства также выставили на показ различные виды пород домашних животных. Было сообщено, что в Гисаре также развивается сфера животноводства. По итогам первого полугодия 2020 года поголовье животных увеличилось на 192 269 голов. На молочных и животноводческих фермах хозяйств в основном содержатся животные породы Сиахалой-Тоджики, Гольштейн и Симентал. В ходе ознакомления с выставкой глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, проявил интерес к вопросу сбора культур и проведению повторного сева и дал полезные советы ответственным лицам по усилению работ в этом направлении. До сегодняшнего дня в Гисаре уже собран урожай зерновых с площади 4659 гектаров, а урожайность каждого гектара в среднем составляет более 26 центнеров. Сбор картофеля и лука находится на стадии завершения. До сегодняшнего дня на площади 84 гектаров собран урожай картофеля, с 281 гектара собран лук. В соответствии с указаниями и поручениями главы государства в настоящее время на площади 756 гектаров продолжается повторный сев различных сельскохозяйственных культур. В повторном севе земледельцы в основном наладили выращивание кукурузы на зерно, риса, бобов, технических культур, картофеля, овощей и кормовых. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с выставкой высоко оценил деятельность земледельцев Гисара, дал хозяйственникам указания и полезные советы по эффективному использованию каждой пяди земли, увеличению посевных площадей и обеспечению внутреннего рынка качественной продукции, а также увеличению объема экспорта сельскохозяйственной продукции за пределы страны. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Гисар дал старт деятельности общества с ограниченной ответственностью по производству труб и профилей. По производственной мощности оно является одним из крупнейших предприятий в Гисаре. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Гисаре дал старт деятельности общества с ограниченной ответственностью по производству таджикских труб и профилей. Предприятие создано местным предпринимателем Фозилом Бадиевым с привлечением зарубежных инвестиций в честь празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. По производственной мощности оно является одним из крупнейших предприятий в Гисаре. С общей площади 2 гектара земли вновь созданного предприятия на 8248 квадратных метрах построены 4 современные технологические линии по производству асбестовых шифера и труб, железных профилей, а также по производству и переработке стекловолокна. Процесс производства управляется местными специалистами. В Таджикистане это второе предприятие, которое занимается производством шифера, асбестовых труб и железных профилей.
Вначале главе государства, уважаемому Эмомали Рахмону, представили линию по производству асбестового шифера. Было сообщено, что для производства шифера и асбестовых труб используется 90% цемента отечественного производства. Такой принцип деятельности будет способствовать дальнейшему развитию промышленной сферы в стране. По средним подсчетам, предприятие имеет возможность в день производить и предлагать клиентам 2000 штук шифера и 300 штук асбестовых труб разных диаметров в соответствии с требованиями международных стандартов. Здесь, кроме асбестовых труб, шифера, железных труб и профилей, в целом производится 76 видов такой продукции различных форм, размеров и диаметров, большинство из которых ориентированы на экспорт. На этом предприятии в необходимом количестве заготовлена асбестовая продукция, которая используется в качестве основного материала при производстве шифера и труб. На этой и других современных технологических линиях постоянной работой обеспечено около 100 местных жителей, месячная зарплата каждого из которых составляет от 2 до 3 тысяч сомани. Стекловолокно, которое считается необходимым материалом для укрепления двух видов продукции – шифера и асбестовых труб, производится и перерабатывается на самом предприятии. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, также ознакомился с другой современной технологической линией по производству железных труб и строительных профилей. Здесь производятся железные трубы и профили разных размеров, круглой и квадратной формы в соответствии с запросами покупателей. Сырье, в том числе жесть для производства железных профилей, завозится из Российской Федерации и Республики Казахстан. В настоящее время на предприятии для производства этого вида строительного материала имеется запас сырья в объеме 900 тонн. Производственная мощность этой современной технологической линии составляет 60 тонн в сутки и более 7 тысяч тонн железных труб различного диаметра в год. По словам учредителя предприятия, в случае увеличения рыночного спроса на шифер, асбестовые и железные трубы появится возможность увеличить производство продукции. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал указание ответственным лицам предприятия при производстве шифера, асбестовых и железных труб использовать высококачественные материалы. Напомним, что это первое в Гисаре предприятие, которое в большом объеме производит шифер, асбестовые и железные трубы. По утверждению специалистов сферы, асбестовые трубы устойчивы к теплу и холоду, имеют срок службы более 40 лет. Было сообщено, что в будущем запланирован экспорт продукции общества с ограниченной ответственностью по производству труб и профилей в соседние страны, а также будет налажен выпуск другой продукции, которая в основном производится из асбеста и цемента. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам придавать первостепенное значение качеству производимой продукции, поскольку только в этом случае отечественная продукция может стать конкурентоспособной и найти покупателей на внутреннем и внешнем рынках. Следует отметить, что принятие и осуществление важных отраслевых программ, определение государственных льгот для развития деятельности частного сектора дали возможность отечественным предпринимателям внести весомый вклад в реализацию 4-й национальной цели – ускоренной индустриализации страны. В свою очередь, предприниматель выразил благодарность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за постоянную поддержку и заботу и заверил, что в свете такого внимания он в дальнейшем еще больше будет расширять свою деятельность для развития отечественного производства. Кроме того, в другой части предприятия для удовлетворения потребностей населения также действует малый цех по производству отделки и покраски железных труб и ворот. Продукция производится и предлагается по заказам. В рамках работ по благоустройству для облагораживания окрестностей предприятия и создания хороших условий для работников построена столовая на 20 посадочных мест, склад для заготовки продуктов питания и ремонтная мастерская. А вокруг предприятия заасфальтирована дорога протяженностью более 1 километра. Во дворе предприятия по производству труб и профилей были выставлены различные виды производственной продукции.
В ходе беседы с работниками и специалистами этого нового предприятия глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что в процессе реализации 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации страны весом вклад отечественных предпринимателей, что закладывает реальную основу как в увеличении производства отечественной продукции, так и в обеспечении жителей рабочими местами и хорошей заработной платой. Ну и сегодня же основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон с рабочей поездкой прибыл в район Рудаки. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Фалакон района Рудаки вначале посетил приусадебный участок семьи Усмоновых и ознакомился с методами эффективного и рационального использования земли и жизненными условиями этой образцовой семьи. 22 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой прибыл в район Рудаки. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Фалакон района Рудаки вначале посетил приусадебный участок семьи Усмоновых и ознакомился с методами эффективного и рационального использования земли и жизненными условиями этой образцовой семьи. В свете постоянных напутствий главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, в направлении самоотверженного труда и целевого использования земли на приусадебных участках наряду с обеспечением изобилия сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке также способствует повышению уровня благосостояния жителей. Члены этой семьи рядом со своим двором создали 2 теплицы и наладили в них выращивание помидоров, огурцов, болгарского перца, баклажанов, свеклы, винограда, лимона и других видов культуры. В текущем году в теплицах было собрано 200 килограммов огурцов. По вегетации саженцев огурцов, помидоров и других овощей ожидается получение еще большего урожая. Сельское хозяйство является одним из важных отраслей национальной экономики и играет важную роль в направлении обеспечения жителей рабочими местами и повышения уровня жизни народа. Жители Махалы Фалакон района Рудаки с каждым годом расширяют работы по севу и выращиванию сельскохозяйственных культур на своих приусадебных участках. Как было сообщено, во всех формах хозяйствования Джамуата Россия района Рудаки имеется 704 гектара посевных земель, из которых 445 гектаров являются приусадебными участками. Жители селения сделали своим девизом указания главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, по эффективному и рациональному использованию земель, в том числе по выращиванию сельскохозяйственных культур на приусадебных участках и получению 3-4 урожаев, и за этот счет ежегодно получают обильный урожай. Семья Усмоновых в своем дворе вырастили 10 видов различных видов фруктовых деревьев, и за этот счет также получают хорошую прибыль. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, там же провел теплую беседу с женщинами, опытными мастерицами селения, которые были заняты выпечкой вкусных лепешек, домашней переработкой фруктов и овощей, заготовкой необходимых пищевых продуктов на зиму. С большим жизненным опытом женщины селения Фалакон, соблюдая правила приготовления консервов, повидла и фруктовых соков, ежегодно в необходимом количестве заготавливают экологически чистую продукцию на осенне-зимний период. Было отмечено, что ежегодно члены семьи Усмоновых заготавливают более 700 банок консервов, повидла и фруктовых соков. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал повидавших жизнь и опытных женщин селения обучать этому искусству молодых девушек. Члены семьи Усмоновых на основе указаний и поручений лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, на 2 года запаслись различными видами продукции – пшеницей, рисом, машем, льном, горохом, бобами и другими, которые хранятся в специальных контейнерах. Эффективное использование поливных земель, в том числе и на приусадебных участках в селении Фалакон района Рудаки, сегодня всесторонне способствует обеспечению обилия сельскохозяйственной продукции и улучшению качества и повышению уровня жизни населения. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, за плодотворное использование земли и собственной безопасности. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в ходе своей рабочей поездки в район Рудаки посетил выставку достижений земледельцев района и ознакомился с использованием земли в подсобных хозяйствах селения Фалакон. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в ходе своей рабочей поездки в район Рудаки посетил выставку достижений земледельцев района и ознакомился с использованием земли в подсобных хозяйствах селения Фалакон. На выставке были представлены мед, зерновые, овощи, фрукты, бахчевые и другие сельхозпродукты, выращенные на плодородных землях района Рудаки.
Общий объем 40 видов представленной продукции составил более 2 тонн. Согласно данным, на территории района Рудаки осуществляют деятельность более 5000 дихканских хозяйств. В ходе ознакомления с землями личных подсобных хозяйств жителей селения Фалакон глава государства был проинформирован, что президентские земли на территории района составляют 1650 гектаров, а в подсобных хозяйствах этого джамуата более 50 гектаров. В них выращиваются различные виды капусты, помидоров, кукурузы, баклажанов и другие сельскохозяйственные культуры. В настоящее время в подсобных хозяйствах после первого сбора урожая кукурузы, подсолнуха, свеклы, помидоров, зерновых теперь посажены картофель, баклажаны и другие виды сельскохозяйственной продукции. Во всех формах хозяйствования джамуата России района Рудаки имеется 704 гектара поливных земель. Из них земли подзерновые составляют 72 гектара, картофеля 15 гектаров, овощей бахчевых 476 гектаров, кормовых культур 97 гектаров, сады и виноградники 48 гектаров, в том числе 39 гектаров плодовые деревья, 445 гектаров приусадебные участки, а количество индивидуальных дихканских хозяйств составляет 170. Для обеспечения населения Душанбе и окрестных районов свежими овощами в текущем году на 35 гектарах теплиц налажено выращивание свежих натуральных овощей. В теплицах района урожай овощей собран в объеме 397 тонн, помидоры 164 тонны, огурцы 152 тонны и 81 тонна других видов сельскохозяйственной продукции. Согласно плану, к концу года площадь теплиц будет увеличена на 13 гектаров. В целях осуществления программы развития садоводства и виноградарства на 2016-2020 годы за счет собственных средств в районе Рудаки запланировано создание 230 гектаров новых садов и виноградников. В ходе ознакомления президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность владельцам президентских земель, которые используются рационально и эффективно, дал ценные указания и наставления по выращиванию и производству урожайных видов сельскохозяйственной продукции. Труженики отметили, что эффективное использование земли, обеспечение изобилия потребительского рынка качественной отечественной продукцией являются важными целями земледельцев района Рудаки. Поэтому в текущем году в районе на площади 1170 гектаров завершен повторный сев культур, что на 399 гектаров больше, чем в прошлом году. Жители делают все возможное, чтобы коллективным трудом на землях и получением богатого урожая сельхозкультур принять активное участие в реализации одной из стратегических целей правительства Республики Таджикистан – обеспечения продовольственной безопасности. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.